Здравствуйте, в эфире «Стоп Фейк», в студии Зелимхан Калоев. Эта программа посвящена борьбе с фейками и дезинформацией, которые так активно распространяются в современном информационном пространстве. На этой площадке мы будем разбирать различные вбросы или необоснованные обращения, приводить факты и предоставлять вам достоверную информацию. Каждый день мы сталкиваемся с потоком информации, она может быть пугающей, вводить людей в заблуждение и побуждать к небезопасным действиям. Не проверяя факты, пользователи соцсетей пересылают родным и друзьям шокирующие истории, быстро засоряя ими медиапространство. Систематическая бомбардировка фейками сеет в обществе панику и тревогу. Подобные атаки могут быть продуманными и спланированными. Как научиться им противостоять? Этот вопрос на сегодняшний день особенно актуален. Разного рода манипуляции массовым сознанием существовали всегда, но один из самых безнравственных и действенных приемов отточен до совершенства во времена Третьего рейха. Он назывался «большая ложь», которая определена Адольфом Гитлером в книге «Моя борьба» как настолько огромная, что никто не поверит в то, что кто-то имел смелость обезобразить действительность так бесстыже. Люди ведутся даже на самую крупную фальсификацию, если слышали ее достаточно часто. К сожалению, этот метод так и не канул в небытие и по-прежнему активно используется. Максимально негативная, абсурдная информация, мимо которой нельзя пройти, не среагировав, регулярно распространяется в медиапространстве, вызывая сильный страх, гнев, смятение, злость и, как следствие, желание рассказать об этом, поделиться, вступить в дискуссию. Фейки, оказывающие взрывное влияние на эмоциональную сферу людей, распространяются в обществе так называемым вирусным способом, множа количество заразившихся. Отлично иллюстрирует механику создания лживой повестки новости о коронавирусе. Например, в период пандемии некоторые страны столкнулись с тем, что люди начали поджигать 5G-вышки сотовой связи. Произошло это после того, как в социальных сетях стала появляться фейковая информация о распространении ими вируса. Также многие радостно подхватили новость о чудодейственном свойстве лимона и имбиря, которые якобы помогают в лечении короны. Помимо того, что цены на эти продукты в российских магазинах сильно взметнулись, не исключено, что кто-то, поверив в сомнительную информацию, упустил возможность своевременно обратиться за медицинской помощью. Но фейки нередко выходят за пределы соцсетей и желтых СМИ, попадая и в приличные издания. В погоне за трафиком они могут опубликовать материал, предварительно не проверив его достоверность или сделав это в попыхах. Сегодня начался процесс выработки новых правил поведения в информационном пространстве, в том числе при освещении специальной военной операции. В столь непростых условиях любые недостоверные сведения могут служить причиной не только массового психоза, но и роста социальной напряженности. Федеральным законом от 4 марта 2022 года внесены изменения в КоАП и УК Российской Федерации, а именно поправки, предусматривающие санкции за дискредитацию действий наших вооруженных сил, распространение фейков об армии и другие нарушения в информационном пространстве. В некоторых случаях введена так называемая административная преюдиция. На первый раз наступает административная ответственность, на второй привлекут уже по уголовной статье. Нововведения касаются всех граждан вне зависимости от того, являются ли они журналистами, работают в зарегистрированном СМИ или просто распространяют информацию в социальных сетях или блогах. Привлечь к ответственности могут за ложные сведения, содержащиеся на странице отдельного человека, или комментарии под роликом на видеохостинге. Как не оказаться распространителем фейков и, соответственно, не подпасть под статью? Главное – пользоваться только официальными источниками. Не стоит давать оценку тому, в чем вы не разбираетесь, или высказываться по поводу того, чего достоверно знать не можете. Любые публикации в соцсетях, на новостных и прочих интернет-порталах о действиях российской армии без подтверждения со стороны Минобороны России или иных официальных источников могут расцениваться как заведомо ложная информация. Дискредитацией считаются не только недостоверные сведения, но и искажения данных при их передаче кому-либо. Стоит быть внимательным, не поддаваться эмоциям и проверять поступающую информацию, особенно полученную не из официальных источников или от крупных российских информагентств, а через частные каналы.
телеканалы. Несмотря на то, что поправки вступили в силу 5 марта прошлого года, к ответственности могут привлечь даже за посты и призывы, опубликованные ранее. Основанием для этого будет наличие информации в публичном доступе, начиная с этой даты. То есть, если публикацию можно увидеть и прочитать, то не имеет значения, когда она была размещена, ведь аудитория продолжает ее лайкать, делать репосты и прочее. 18 марта текущего года президент России Владимир Путин подписал законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований и организаций, содействующих вооруженным силам Российской Федерации из-за фейки о них. Максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. В любом случае человек должен тщательно взвешивать каждое слово. К тому же, если автор не является специалистом в этой области, не имеет доступа к информации, то и некоторые его оценочные высказывания также могут быть признаны нарушением закона. Понятие фейк-ньюс к нам пришло в 20-30-х годах прошлого века из Америки, когда печатные издания публиковали броские заголовки, за которыми ничего существенного не скрывалось. Делалось это только для того, чтобы повысить тираж. Убедиться в правдивости представленных на суд публики фактов тогда было крайне сложно. Не то, что теперь. Однако сейчас мы сталкиваемся с парадоксом. При таком обилии информации, массе способов ее проверки, люди не хотят верифицировать потребляемые ими новости. По словам главы Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты Российской Федерации Екатерины Мизулиной, информационно-психологическая война, развязанная против России, только набирает обороты. Более 13,5 миллионов несовершеннолетних в нашей стране находятся под влиянием деструктивного контента. Манипуляции приводят к тому, что детей вовлекают в вновь появившиеся группы смерти, сообщества, связанные с причинением себе вреда, экстремистские, где даются задания по совершению различных диверсий. И самое страшное, в ходе трансляций на стриминговых платформах часто активно идет реклама магазинов по продаже наркотических препаратов, что несет прямую угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. Необходимо создать отдельный совет по модерации контента и разработки своей альтернативы, основанной на российских культурных, исторических и духовно-нравственных традициях. Он должен получить и полномочия по взаимодействию с блогерским сообществом. Фейк – это сложная, сфальсифицированная, выдаваемая за реальность с целью ввести в заблуждение информация провокационного и резонансного характера. Но она может содержать и правдивые факты, только вырванные из контекста конкретной беседы, разговора или выступления. По мнению экспертов, мамам и папам стоит присмотреться к приложениям, которые устанавливаются одновременно на родительский гаджет и на устройство ребенка, а также лимитируют время. При необходимости взрослый сможет удаленно заблокировать сервисы на детском устройстве, подтвердить или запретить какую-либо покупку. У меня на этом все. Увидимся в этой студии ровно через неделю. Всего доброго и помните, что правда всегда побеждает ложь.